В Центре одаренных детей вместо уроков творческая встреча с автором первого в Ингушетии этнического аудиоспектакля «Голоса предков». Сначала учащиеся лицея знакомят с понятием «нардский эпос». Это собрание древних легенд и сказаний, которые передавались из уст в уста веками. Они прославились мужеством и храбростью. Ходили они по свету, предводительствуемые Джентельгом. Ну а теперь самое интересное – аудиоспектакль. Не просто прослушивание, это полное погружение, озвучка, музыка, визуализация. Все продумано до мелочей. Иллюстрации к постановке – результат работы нейросети. Проект направлен не только на продвижение ингушской литературы, но и делает ее доступной для слабовидящих. Однажды нарты очутились в диком краю и не знали, где переночевать. Увидели они отверстие в земле, заглянули в него. Одна темнота. После показа диалог. Ребятам дали возможность задать автору проекта свои вопросы. Как удалось подобрать актеров озвучки? Почему проект назвали именно так? Насколько этот аудиоспектакль получился реалистичным и схожим с бытом ингушей? Ответы честные и искренние. Проект создавался с душой. Учащиеся от такого общения остались в полном восторге. Вот такие вот проекты, они помогают молодежи заинтересоваться в изучении своего языка, в также своей истории, такого же эпоса. И я считаю, что такие проекты очень важны именно в сегодняшнее время. А есть ли у тебя какая-то идея для своего проекта? Пока что нет, но мы планировали экранизировать какой-либо ингушский рассказ с школьной литературы. Подрастающему поколению будет интереснее учить свой язык, если они будут смотреть такие проекты, и мы будем вызывать у них любовь к своему народу, языку. Потому что не стоит забывать, что если нет языка, нет народа. И мы не должны забывать свой язык, чтобы сохранить народ. В рамках проекта 11 актеров записывают аудиоверсии 5 различных ингушских народных произведений, представляющих богатое культурное наследие региона. По словам автора Беслана Плиева, в будущем возможно расширение проекта для включения большего количества произведений и актеров, а также организации мероприятий, посвященных ингушской культуре. Мы пока не озвучили даже малый процент тех произведений, которые у нас есть. В будущем мы также планируем создавать больше аудиоспектаклей. Также планируется на основе этих аудиоспектаклей создавать анимацию. Такие встречи в Олимпе проводятся регулярно. Они важны для развития творческого потенциала молодого поколения. Это станет для ребят толчком, чтобы определить свой дальнейший путь. Сегодняшняя встреча, она особенная. Прежде всего, она интересна детям тем, что это история, это традиции их народа. Это первый проект, который был реализован в Ингушетии. Это тоже плюс. И вообще молодое поколение сейчас очень любит, как говорится, заниматься чем-то новым. Финалом встречи стала интерактивная игра на знание нардского эпоса. Вопросы о героях, подвигах и символах. Участвовали все, отвечали дружно и с азартом. Встреча с Бесланом Плиевым стала вдохновением для школьников. Возможно, кто-то из них уже думает о своем собственном проекте, ведь голос предков звучит в каждом из нас. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.